Таджикистан хотят вмешать в конфликт? Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как США попросили страны Центральной Азии приютить тысячи афганцев. Подписывайтесь на наше обновление, чтобы всегда оставаться в курсе событий. США обратились к руководству Таджикистана, Казахстана и Узбекистана временно разместить на своей территории около 9 тысяч граждан Афганистана, которые помогали американцам. Сообщает об этом Bloomberg со ссылкой на свои источники. Естественно, после прихода к власти вооруженной оппозиции или же раскола страны между оппозиционными группировками, ничего хорошего их не ждет. Фактически эти люди, сотрудничавшие с США и НАТО, оказались преданными. Соответствующее решение приняла администрация главы Белого дома Джо Байдена в связи с выводом войск США из страны. Кроме этого, Вашингтон обсуждает возможность проводить разведывательные операции с территорий Таджикистана и Узбекистана. На данный момент страны обговаривают детали проекта соответствующего соглашения. Ранее о решении США разместить тысячи афганцев на территории других государств сообщила газета New York Times. Из-за помощи, оказанной США, на жителей страны могут напасть участники запрещенного в России радикального движения и намеренно им отомстить. Однако Вашингтон не гарантирует выдачу этим афганцам американских виз, добавило издание. Как вы относитесь к сложившейся ситуации и о такой помощи? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Ситуацию в Афганистане уже обсудили министр иностранных дел Таджикистана Сираджидин Мухридин и государственный секретарь США Энтони Блинкен. Обе стороны подчеркнули, что справедливое и прочное урегулирование в Афганистане будет способствовать региональному экономическому росту и интеграции, отметили в МИД республики. Ранее сообщалось, что переговоры между представителями афганских властей и радикального движения идут медленно и не приносят существенных результатов. Талибан потребовал вывести американские войска из Афганистана. При этом президент Афганистана Ашраф Гани не исключил начало в стране гражданской войны после ухода американских войск. Великая опасность. Даже сам президент Афганистана говорит о том, что он получит пулю, как только уйдут вооруженные силы НАТО и Соединенных Штатов Америки. В апреле Госдепартамент Соединенных Штатов призвал американцев срочно покинуть Афганистан. В мае стало известно о планах вывода посольств стран Запада из Афганистана. Сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру. Также утверждается, что такое соглашение между странами Центральной Азии и Америки должно стать частью крупной сделки по налаживанию сотрудничества Соединенных Штатов со странами Центральной Азии, и оно будет касаться вопросов вокруг афганского урегулирования. Также министр иностранных дел Узбекистана Абдулаиз Камилов, так же как и наш Сираджидин Аслов, должны подписать соответствующее соглашение на этой неделе, пока они находятся в Вашингтоне с рабочим визитом. Утверждается, что соглашение может быть выгодно для обеих сторон, так как боевики радикального движения продвигаются все дальше, они уже подошли к границам Таджикистана. Как вы относитесь к такой ситуации? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!